Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши просмотры, за вашу поддержку. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на неожиданные события и обстоятельства в вашей жизни. Что это будет, как это будет? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Что же такого неожиданного ждет и произойдет? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Я вот хочу начать с венца. В венце такой знак интересный вышел. Знак целителей, исцеления, освобождения, улучшения. Это может быть связано как конкретно со здоровьем, с вашим здоровьем. И также это может быть связано с вашей энергетикой. Да, у кого-то отыграется, что есть какие-то заболевания, либо состояния тяжелые по здоровью. А у других отыграется, что у вас слабенькая энергетика, либо даже какое-то воздействие на вас. У вас вышел знак полного исцеления. Исцеление, избавление, улучшение. Если есть какой-то негатив, уберется. Либо сами уберете, либо кто-то с вас уберет, да, может и само отпадет. Если есть какая-то болезнь, заболевание, состояние вот именно по здоровью, то идет лечение, которое покажет хороший эффект, да, даст хороший эффект. То есть вы полечитесь, вы излечитесь, вы улучшите свое состояние. То есть даже в какой-то степени и прокачаете свое здоровье. Да, не только вот эту болячку полечите, но и укрепите свое здоровье. Опять же, укрепите свою энергетику. Как защита у вас выработается, да, хороший иммунитет выработается. То есть знак обещает избавление от, например, бед, неприятностей, да, рукотворных, насланных, либо избавление от тяжелых физических состояний. И это прекрасно, это замечательно. Так, теперь давайте вернемся к корню рисунка. В корне рисунка у нас тут четко показан разговор между двумя людьми. А разговор, он будет очень неожиданный, потому что вас какой-то человек вот просто будет где-то ждать, подстерегать и кинется к вам, либо на вас даже, может быть, кинется с каким-то откровением. У одних отыграется откровение в чувствах, в эмоциях. Да, вот прям человек там где-то вас дождался, вы идете, он к вам и говорит: вот люблю, не могу, там, давай пойдем со мной на свидание, там, выходи за меня замуж, либо там, прости, я все понял, только ты одна. И вы не ждете, вы не готовы, об этом человеке вы не думаете. А вот он постоянно думает о вас и готовится к этой встрече. Я не могу сказать, что вам это не понравится, скорее наоборот, вам очень понравится. Даже знаете как? Возможно, у вас симпатия к этому человеку когда-то давно была. Между вами прошло время, вы про этого человечка уже так подзабыли, немножко стерся у вас в памяти, а он все это время любил, помнил и стремился к вам. У других отыграется это уже как пройденный этап, да, человек, с кем у вас были отношения, с кем вы расстались, и действительно там прошло время, может быть, вы уже там в новых отношениях успели побывать. И этот человек, сделав какую-то огромную временную петлю, возвращается к вам, вот оценив все то, что было между вами, осознав все эти чувства, которые он к вам испытывает, да, он идет для того, чтобы попросить у вас второй шанс. У кого-то же отыграется, что человек наконец-таки сделает выбор, и выбор этот будет в вашу сторону. Понимаете, вы уже там с ним мысленно попрощались, отпустили и стали забывать, а он такой раз: нет, с тобой хочу быть, тебя люблю. Прости, да, прости за все, только ты мне одна нужна.
Также у кого-то отыграется, что человек, ну, например, в чем-то виноват. Может быть, и не мужчина, да, женщина, например, в чем-то перед вами виновата. Где-то что-то, может, плохое вам сделала, либо наоборот, чего-то не сказала, не рассказала, где-то какой-то секрет от вас утаила. И вот прошло между вами время, женщина вас нашла, как говорится, подстерегла. И вот прости, извини, вот такая ситуация, совесть жить не дает. Вот. Ну, в принципе, я вижу, что вы будете довольны, потому что вы в руках держите ключ, и вы улыбаетесь. То есть ситуация будет разрешена. То есть вы там не в шоке, не в ударе, наоборот, как бы, да, все выяснилось, все прояснилось, теперь все хорошо. Ну, если любовная тематика, конечно, вы будете довольны, что человек будет делать конкретные предложения, и ну, тут такие серьезные шаги с его стороны. Так, дальше. Здесь идет исполнение каких-то обязательств. У кого-то перед вами есть обязательства. Обязательства по каким-то вопросам, делам, опять же, денежным вопросам. И человек до последнего, тут даже не один человек, как несколько, да, несколько людей замешано, как до последнего либо скрывали, либо оттягивали время, либо вам вообще обратное говорили. Но здесь идет такой прогиб, когда этим людям деваться некуда, и они будут выполнять свои обязательства перед вами. Для вас это будет крайне неожиданно, ведь вы думаете совершенно, либо воспринимаете эту ситуацию совершенно по-другому, воспринимаете ее ровно так, как они вам сказали, что типа это невозможно, это не получится, этого не будет, там, тебе не положено, никто там, тебе не даст, да, и не надейся, и так скажи спасибо. А тут вот именно от этих людей идет выполнение обязательства. И как и вам хорошо, приятно, ну а этим людям как бы в науку, да, что не всех можно обманывать, что не со всеми можно так поступать. Не знаю, здесь вам как-то повезет. Повезет. Вы до конца так и не поймете, что произошло, но обязательство будет выполнено. Так, еще. Здесь какие-то конкуренты, соперники. Люди, которые доставили вам очень много неприятностей. Опять же, соперничество в любви, соперничество на работе, конкуренция на работе, в каких-то делах, в каких-то вопросах. Люди, которые, например, плохо относились, там, нелестно отзывались, может быть, даже как-то сплетни распространяли. Здесь они вышли все какие-то покалеченные, побитые, как пережеванные, знаете. Тот, кто посильнее, самых вот таких, как травмированных, вот как будто бы увозит. Видите, прям лодка такая вышла, и он прям выталкивает их, вывозит, выталкивает. Но здесь не один человек, здесь достаточно много людей. Какая-то молния их поразит. Молния. Молниями обычно показывают какие-то распоряжения, указы, законы, ограничения, опять же, какие-то правовые вопросы. Вы знаете, вот одна молния поразит всех этих людей. Вы не сразу об этом узнаете, вы это почувствуете. Вот как-то почувствуете, легче стало, проще стало, дышать проще, какое-то негативное давление ушло. Начнете разбираться, скажете, а где вы мои эти враги, недоброжелатели, конкуренты, вы где, завистники? Ну а потом как поймете, что их молния ударила, причем всех одним разом. Чудеса. Чудеса. У вас, смотрите, у вас открывается поле возможностей. Вам уже никто не будет ни противостоять, ни мешать, ни вот эти подножки ставить. Вот иди куда хочешь, делай, что хочешь. Но вы должны воспользоваться этой ситуацией. Вы должны, допустим, если это связано с работой, да, например, у вас там свой бизнес, а это ваши конкуренты, которые там против вас постоянно какую-то деятельность активную вели. Вот их молния ударит, вас не заденет. И вам прям дается карт-бланш, который вы должны максимально использовать. То есть вы видите, что конкуренты ваши посыпались, усиливайтесь, начинайте больше работать, начинайте более активно, да, заниматься своей деятельностью. Вам будет важно, да, себя не тешить на лаврах, что теперь у меня конкурентов нет, все классно, а нужно именно захватить там по максимуму вот рынок, покупателей привлечь, там, не знаю, там, поставщиков. Чего касается ваш бизнес, да, вот в том развивайтесь, причем максимально. Старайтесь не отлынивать от работы, а вот прям наоборот поднажать. Если мы говорим о
Ну, например, об офисе, да, офис. Вы работаете в офисе либо на производстве, и есть такие вот неприятные личности в вашем коллективе. Возможно, это какое-то сокращение, увольнение, либо какие-то другие формы, ну, не знаю, увольнений сотрудников, да, либо там, ухода сотрудников с работы. Воспользуйтесь, покажите себя во всей красе, покажите все свои таланты, сильные стороны, способности, докажите, что вы лучше, чем другие, и вас ждет, например, повышение, причем повышение сразу там, на несколько ступеней вверх. Понимаете, нужно будет не почивать на лаврах, а конкретно пахать, работать и захватить по максимуму то свободное пространство, которое откроется. Так, ну а эта молния, она спослана свыше, понимаете? Тут либо по Божьей воле, по воле Создателя, либо действительно вот какие-то законы, не знаю, руководители, там, самые главные в организации, либо действительно уже там прям самые главные эти представители власти. Ну вот что-то будет, что-то будет. Одним разрядом этой молнии, да, вот все ваши эти недоброжелатели и посыпались. Так, еще. Здесь какое-то постоянное противоречие, постоянные какие-то конфликты. Но здесь очень похоже на семейную пару, в которую постоянно, в дела в семейной пары постоянно влазят, ну, например, родственники. Ну, допустим, вы муж-жена, и его мама постоянно лезет в ваши отношения, либо его там, например, сестра, либо даже какая-нибудь там, ну, не знаю, бывшая, либо взрослая дочь. Может быть, даже отец, да, у некоторых и так может отыграться. Но постоянно кто-то лезет к вам, лезет в отношения, лезет в семью, советы, у вас там постоянно раздрай происходит, вы ссоритесь, вы ругаетесь, у кого-то даже дело к разводу идет. Здесь мужчина выбирает вашу сторону. Причем вы уже ничего не говорите, вы уже на это внимание не обращаете, у вас уже там на всю эту ситуацию глаз дергается, вы думаете, да, ну, будь что будет, да, я уже устала бороться, и ни конца, ни края этому нет. И вот мужчина выбирает вашу сторону, отворачивается от другой женщины, просто вот спиной к ней поворачивается, все, без всяких разговоров, и поворачивается к вам. Он выбирает вас и вашу сторону, он вам об этом скажет. Скажет, все, я вот не слышу ее, да, я глух к ее словам, я вообще с ней там поругался, больше мы не будем общаться никогда. То есть я люблю тебя, я хочу быть с тобой, я хочу, чтобы у нас все было хорошо в семье, в доме. Так идет. Так, еще. Здесь вопрос связан с какими-то бумажками, с документами. Вот птицы. Вы думаете о каких-то птицах? Но птицы мне почему-то идут бумажками, либо письмами. Да? Может быть, ждете какого-то письма, ждете какой-то бумажки. Либо вам нужно делать какие-то документы, да, вы там подаете запросы, ждете ответов, а ВОЗ не там. Смотрите, здесь какой-то человек, такой шустренький, хитренький, вам скидывает эту веревочку спасательную, да, спасательный круг. Знаете, через какого-то человека шустрого, да, вот найдете вы такого человека, либо сам человек на вас выйдет, может, вы где-то будете вопросы задавать в интернете, да, на всяких форумах спрашиваете, что же делать, вот у меня такая проблема. И этот человек на вас выйдет, либо вы поищете, найдете, либо кто-то вам его посоветует, который очень быстро к вам приманит этих птиц. Я так понимаю, за деньги, да, человек, имея возможности знакомства, очень быстро ваше дело доведет до ума. И то, чего вы так долго ждете, за что вы так сильно переживаете, максимально быстро у вас получится. Вы сами будете в шоке, что, оказывается, так можно было, да? Так быстро можно было. Вам там сроки какие-то нереальные давали, ставили, и вообще вас там игнорили. А тут маленький человечек, туда-сюда, все поделал, все прекрасно, все замечательно. Документы, у вас будут документы, важные для вас документы, либо письма, либо разрешения, может быть, визы, там, не знаю, паспорта, это будет у вас в руках. Какой-то маленький, да, может быть, молодой, либо действительно маленького роста, но очень шустрый человек вам все это сделает. Прям как спасает вас в этой ситуации. Так, еще неожиданно что-то с деньгами будет происходить. При этом вам удастся не потерять, а заработать. Может быть, какие-то вложения.
может быть даже обмены валют, может быть вы вовремя успеете, да, вовремя успеете, например, там, обменять деньги, либо снять деньги, получить деньги, там, не знаю, обналичить деньги в конце-то концов, да, какая-то операция с деньгами. И вы прям почувствуйте за несколько дней, что надо мне что-то делать с деньгами, да, какую-то нужно вот операцию провернуть денежную. И вы будете ходить, думать, потом психанете, пойдете сделать, и буквально в тот же день, либо на следующий день вы поймете, что вы поступили правильно, да, что вот какие-то вот произошли изменения, причем очень серьезные, где многие потеряли, пострадали, лишились, а вы наоборот получили, заработали. Так мне идет. Но опять же, девочки, вы все разные, вы живете в разных странах. Я лишь вижу знаки, да, и я вам их передаю. Здесь идет четкий посыл: слушай себя, слушай свою интуицию. И если у тебя какая-то навязчивая мысль родилась по поводу денег, иди и делай, пока не поздно. Вот так идет. Но вы сделаете. Может быть, там день-два посомневаетесь, а потом скажете: там ладно, пойду и сделаю. Сделайте и не пожалеете. То есть, возможно, за долгое время вот все теряют, а вы в плюс выходите. Даже не сохраняете, а в плюс, понимаете, вы даже на этом заработаете. Только вы об этом никому не рассказывайте. Потому что знаете, какие люди завистливые? Чужая удача глаз колет и язык чешет. Да? Начнут говорить про вас, начнут там лишнее говорить, придумывать. Не надо. Ну, получилось, заработала, молодец, все. Сама себе порадовалась, там, либо в семье порадовались. Ну все, сидите молча. Не надо рассказывать, никому ничего не надо рассказывать. Так, еще. Желание опять тоже связано вот то ли с материальным, какие-то вещи, деньги, ценности. Ну, кто-то, допустим, там ценное колечко хочет в подарок получить, либо приобрести. А кто-то, например, хочет приобрести машину, да, кто-то хочет, не знаю, денег заработать, да, вот что-то связано с материальным. Опять же, и деньги могут быть, и вещи, и предметы, и что угодно может быть. Вот у вас желание и у вас мечта. Вот она исполнится. Не совсем так, как вы там себе придумали, представили, но она исполнится. Причем исполнится как-то вот прям быстро. Быстро. Вот вы получите, например, в подарок что-то, либо вы сами себе купите. Да. Так, и еще какая-то поездка. Неожиданно случится поездка. Ну, совершенно незапланированная, неожиданная. И поездка какая-то в попыхах идет, да, когда быстро придется собираться и выезжать. Поездка сама по себе очень хорошая, позитивно отыграется в вашей жизни. У кого-то даже как спасение от каких-то неприятностей эта поездка идет. Но вот сам этот момент, когда нужно будет очень быстро собраться, организоваться и поехать. Значит, вы не нервничаете, не психуете. И если уже такая ситуация складывается, вы себя в руки возьмите, да, замотивируйте и поезжайте. Поездка очень важна, очень нужна и очень по-доброму отыграется в вашей жизни. Там не надо ни с кем спорить, скандалить и не надо ни за что переживать. Вот идет ситуация, берите и просто приспосабливайтесь к этой ситуации. Поверьте, вы не пожалеете, что вы поехали, а кто-то даже наоборот будет Богу молиться, благодарить за то, что такая поездка выпала в жизни вот именно таким образом. Понимаете, так идет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.